Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Добро пожаловать в прямой эфир. Рад вас всех видеть в прямом эфире. Обещали людям о том, что сегодня будут в прямом эфире вопросы-ответы. Вот. Хочу на несколько ваших вопросов ответить, которые пришли к нам. С радостью добро пожаловать в прямой эфир с священным месяцем Рамазан. Все, кто держит пост, дай Аллах, чтобы ваш пост Всевышний принял, чтобы все наши добрые дела и все мольбы были приняты. Вот. Хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли к нам. Я сейчас нахожусь в Алмате, 8 озер. Здесь очень хороший пансионат, провожу мастер-класс для владельцев бизнеса. Очень большая группа, хорошая группа у меня здесь. И проходит очень хорошо занятие. Правда, радуюсь, когда у людей хорошо получается. Это радостное событие. Это очень приятно. Вот. Несколько вопросов, хочу ответить на них. В одном из лекций вы сказали, что у многих от 7 до 10 лет если вы, бывает такой успех, который случайный успех, или бывает такой успех, который либо, можно сказать, вы были просто в волне на данный момент, на данном этапе, волна растущего рынка или что-то. Например, некоторые люди в 2000-х годах покупали недвижимость, эти недвижимости подорожали автоматически, да, и они начали стать миллионерами. Это же не благодаря их заслуга, это благодаря тому, что они просто имели какой-то капитал, который вовремя приобрели какие-то активы, какие-то недвижимости, но это рост произошло не благодаря их эффективности, а это благодаря их реальный тот момент, скажем, само состояние рынка, благодаря этого произошло это. Поэтому вот, исходя из этого, можно делать выводы, что бывают такие моменты, которые надо осознавать, что, скажем, иногда происходят эти вещи не потому, что люди очень умные и так далее, а это происходит потому, что рынок был такой. На данном этапе просто состояние рынок был такой. Рынок был растущий. Поэтому вот такая картина. Что если человек 5-7 лет или 10 лет, возможно, был он растущим и так далее, потом начинается спад и трудности и так далее. А вот в этот момент это один из причин его мышления. Найдите мою книгу «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Вы найдете ответ, почему так происходит. Второй, найдите мой урок, где я рассказываю, как убрать финансовый потолок. То есть управление финансовой программой. Если вы найдете вот финансовую программу, вы сразу поймете, как с этим справиться и так далее. Вот, найдите, пожалуйста, у нас есть такой тренинг, называется «Как убрать или как управлять свою финансовую программу». Вот. Найдите его, там как раз вы научитесь приключать свою финансовую программу, и, соответственно, это позволяет вам, это помогает справиться с этой задачей. То, что вы сейчас только что говорили, вот если вы полностью хорошо усваиваете вот эту методику управления финансовой программой, вы запросто справитесь, запросто. Добрый день, я до сих пор не могу найти свое предназначение, и поэтому у меня не получается начинать свое дело. Не знаю, чем мне заняться. Я много раз по этому поводу давал консультации, огромное количество раз и в прямом эфире говорил об этом, многим людям рассказывал об этом. И сейчас говорю, чтобы найти свою сильную сторону, делайте три шага. Первый, посмотрите, что у вас хорошо получается. Что вы легко можете делать, у вас хорошо получается, и от этого
получается. Посмотрите на это. Это второе. Второе. Вот задавайте себе такой вопрос. На что я готов потратить всю оставшуюся свою жизнь? Задавайте себе этот вопрос. Вот на что я готов потратить всю оставшуюся свою жизнь? Когда вы этот вопрос многократно себе зададите, вы начинаете найти то, на что вы готовы потратить свою жизнь, чтобы ваша жизнь ушла со смыслом. Понимаете, когда жизнь человека наполняется радостью, когда человек счастливее жизни живет, это тогда, когда он знает, зачем живет. Когда он понимает, что мои деятельности, мои действия, они благородные, они полезные, они принесут успех и так далее, и так далее. И есть огромное количество людей, которые мой продукт или мой услуг или мою деятельность помогает в жизни. Вот, поэтому задавайте себе вот такой вопрос. На что я готов потратить оставшие дни своей жизни? Это вам очень сильно поможет. Вот так. Это вторая вещь, что вы должны делать. Третье упражнение, которое вам надо делать, это потом распишите из этих, вот то, что вы, например, первое, что хорошо получается у вас, вот, и второе, на что я готов потратить всю оставшуюся жизнь. Из этого все выявится несколько направлений. Из них формируйте в виде 10 направлений. Вот, например, в крайнем случае, если вы первые два упражнения делали и не нашли, тогда вы распишите разные направления, 10 направлений, на что вы, что умеете делать, что у вас получилось и так далее. Распишите просто. А потом из этих 10 выберите одну, которая меньше времени займет, очень хорошо у вас получается, и больше всего вам принесет доход и удовольствие. И от этого вы не устаете. И займитесь этим, значит, это будет ваша сильная сторона, это то, что Богом дано вам. Когда вы занимаетесь то, во что воля Всевышнего и во что ваша сильная сторона, вы однозначно подниметесь. Однозначно станете успешным, потому что за годы своей работы я убедился, если человек занимается то, во что воля Всевышнего, и во что является его сильная сторона, он однозначно станет успешным человеком. Вы подниметесь. Не бывает так, что вы нашли свою сильную сторону, занимались этим, а у вас не получилось. Ну, так не бывает. Делайте то, от чего вы не устаете. Делайте то, что хорошо получается. Делайте то, что мотивирует вас, заражает вас энергиями. Вот делайте это.